Доброго здравия! Я Дима, и сегодня я вам расскажу, что такое бытовой мусор, как правильно его сортировать и зачем вообще это нужно делать. Продукты, которые мы используем, а потом и выбрасываем в мусор, сами по себе не исчезают. В основном это неразлагающиеся или долго разлагающиеся отходы. Природе понадобится много времени, чтобы естественным путем утилизировать их. Например, стеклянным бутылкам около 1 миллиона лет, консервным банкам около 100 лет, резиновым изделиям около 80 лет, кожаным изделиям около 50 лет, нейлоновым около 40 лет, полиэтилену 20, шерстяным изделиям и, внимание, окуркам сигарет около 5 лет. Сделать первый шаг на пути к спасению окружающей среды, негативного воздействия мусора и отходов на окружающую среду мы можем начать у себя дома, организовав первичную сортировку бытового мусора. Прежде чем организовывать сортировку бытового мусора, узнайте, есть ли в вашем городе пункты по приему вторичного сырья, потому что это немаловажно. В противном случае у вас будет тоже гора мусора, но отсортированного. Ну а потом займитесь организацией места в своем доме по сбору отсортированного мусора. А теперь давайте двигаться дальше и следовать нашим советам. Первое. Выбираем место для контейнеров. Для начала нужно выделить место для сортировки отходов. В любой, даже в самой крохотной квартире найдется 1 квадратный метр для маленьких контейнеров. Вместо них можно использовать также картонную коробку или бумажные пакеты. Для дополнительной экономии места эти контейнеры можно поместить под стол или под стул на кухне. Лучше использовать в квартире, где есть балкон, лоджия, чулан или подвал. Это отличные места для складирования вторсырья. Ну а теперь несколько отдельных советов по сортированию. Собирайте органические отходы, пищу и все, что с ней связано, и вторично перерабатываемое сырье в разные пакеты. Обязательно приучитесь мыть мусор. Также спрессовывайте мусор. Как и любое грамотно поставленное дело, сортировка бытового мусора имеет свои главные этапы. И сейчас я вам про это расскажу. К первому этапу относится отделение пищевых отходов от бытовых. Ко второму – сортировка бытовых отходов, подлежащих вторичной переработке. К третьему – утилизация биоотходов, листья, ветки деревьев, сено и другое. Ну и раз мы уже знаем, каким бывает мусор, давайте более подробно узнаем, что можно и что нельзя делать при домашней сортировке. Также я вам дам советы или лайфхаки по ним. Бумага – это любые изделия из бумаги, в том числе и картонные изделия. Ни в коем случае нельзя выбрасывать в макулатуру чеки из магазинов, лотки из-под яиц, самоклеющуюся бумагу, любую тару или коробки, покрытые воском, рулоны туалетной бумаги, использованные салфетки, бумажные полотенца и носовые платки. Также одноразовую бумажную посуду, пачки от сигарет, использованные обои, фотографии и подгузники. Что такое пластик? Пластик – это бутылки из-под воды, масла, химии, косметических средств, кефира, йогуртов, сметаны, полиэтиленовые пакеты, вакуумная упаковка, также тара, пакеты из-под молока и соков. Итак, что запрещено бросать в пластик? Одноразовую посуду, фольгу, одноразовые пищевые контейнеры из магазинов и столовых, обертки конфет, пенопластовые подставки для кондитерских изделий, сыра и колбас, непрозрачные полиэтиленовые бутылки желтого, черного и белого цветов. Стекло. Это любое стекло, целое и битое. Ну а теперь перейдем к советам в отношении стекла. Вымойте от остатков пищи, удалите крышки и пробки, просушите перед сдачей, сортируйте целые бутылки по видам и сдавайте поштучно. Перейдем к металлу. Металл – это банки из-под консервов, напитков, металлические обломки устройств, ножниц, ручек и прочее. Совет. Сдавать можно любой металл, кроме радиоактивного. Батарейки, аккумуляторные зарядные устройства, все виды лампочек собирайте и сдавайте отдельно. Чуть не забыл. Всегда держите в чистоте свои мусорные баки, контейнера и ведра.
И самое главное, не оправдывайте собственный скептицизм аргументами в духе «мое участие ничего не изменит». Именно равнодушие обычных людей является одной из главных причин, по которой до сих пор всем нам не удалось внедрить систему раздельного сбора мусора. Сортировка даже одного вида вторсырья – важный вклад в борьбу с отходами и улучшение экологической обстановки в стране, где мы живем. Ваше участие в этом очень важно ради будущего.